Сегодня в Сыктывкаре на здании станции переливания крови торжественно открыли мемориальную доску Евгению Федоровичу Катаеву. Памятная доска партийному деятелю уже была установлена на фасаде здания еще в 1977 году, но в 90-е ее уничтожили вандалы. И вот теперь, благодаря Министерству здравоохранения Республики, историческая справедливость восторжествовала. О самом событии и исторической личности расскажет Анастасия Твернина. Эта скромная мемориальная доска теперь вновь историческая память столицы Коми. С нее с сегодняшнего дня опять начинается улица Катаева, которую назвали в честь нашего земляка Евгения Федоровича Катаева, советского партийного деятеля. Более 30 лет назад табличка висела на лицевой стороне здания станции переливания крови. Но вандалы сняли ее. Сегодня, кстати, в день смерти председателя обкома КПСС, историческая справедливость восторжествовала. Инициатором выступил сын лидера Коми АССР. Месяц назад он первым делом обратился в администрацию города, но здание оказалось федеральным. Поэтому к работе подключились Министерство культуры и здравоохранения. Помогли и социальные партнеры. Сейчас отрадно то, что вот эта табличка появилась, и наконец-то люди, которые идут или проезжают по улице Катаева, понимают, что это не писатель Катаев, а человек, который родился в селе Керчоме, здесь вырос и добился действительно невероятных успехов, стал одним из лидеров Республики Коми. Родился Евгений Катаев в семье крестьянина в Керчомье Усть-Куломского района в 1914 году. В школе был примерным учеником, всегда старался быть впереди. С ранней юности приобщился к крестьянскому труду. Сначала в хозяйстве родителей, затем в колхозе. После работал сезонным рабочим на лесозаготовках. С 1939 года Евгений Федорович перешел на советскую и партийную работу. Стал председателем Усть-Вымского Сыктывкарского райисполкома. После первым секретарем Сыктывкарского райкома КПСС Коми АССР. В 1952 году окончил Сыктывкарскую советскую партийную школу, а через 3 года с отличием высшую заочную партийную школу. В это же время его назначили заместителем председателя Совета министров Коми АССР, а через 2 года он стал председателем обкома КПСС. Это был период стремительного развития нашей республики. Увеличивалась добыча нефти, газа, началось строительство лесопромышленного комплекса, строились и асфальтировались новые дороги, завершилась электрификация населенных пунктов. Евгений Федорович в связи с этим практически круглосуточно находился на своем рабочем посту. Многие его вспоминают как заслуженного работника народного хозяйства, как человека внимательного, отзывчивого. А еще он не любил расхлябанность и очень дорожил работниками Коми края. Пользовался большим уважением среди трудящихся. Доклады всегда писал сам, щепетильно относился к каждой цифре. Несмотря на преданность работе, успевал уделять внимание детям. У Евгения Федоровича 5 сыновей. Очень много уделял внимания работе, но очень любил лес. Поэтому, как начинался сезон грибной, ягодный, все время... То есть до глубокой осени, ездили за грибами и ягодами. А так он был заботливый, конечно. Но был строгий. Я могу сразу сказать, что любил дисциплину, это не отнимешь его. Вот он таким вот мне запомнился. Сегодня к мемориальной доске исторического деятеля возложили цветы. И чтобы не повторилась история 90-х с вандализмом, вокруг здания станции переливания крови теперь ведется круглосуточное видеонаблюдение. Анастасия Твернина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.